«Алроса» улучшает условия хранения. 15 ноября в Накинской технической базе ввели в эксплуатацию два новых склада. А это без малого 1600 дополнительных квадратных метров. 6 декабря туда доставили первый груз. Почему новые объекты так важны для алмазной компании, узнавала Анна Брянская. На Накинской технической базе управления материально-технического снабжения началась горячая пора. Открылся зимник, и грузовые машины идут нескончаемым потоком. Очередную партию товара из Ленска и Мирного разгружают кладовщики. Работы добавилось. Предстоит не только принять новый груз, но еще и перевести старые из холодных контейнеров на новые теплые склады. Это у нас с Мирного поступили полотна фильтровальные для фабрики. Данные полотна, у них температурный режим. Их нельзя хранить при температуре ниже 15 градусов. Поэтому благодаря вот этим вот чудесным ангарам мы теперь можем, а такое оборудование частенько приходит, которое должно храниться в определенном температурном режиме, мы теперь можем хранить их здесь. Фабрика очень довольна. Два склада общей площадью 1600 квадратных метров открыли 15 ноября. Раньше, чтобы найти нужный товар, кладовщикам приходилось по несколько часов проводить в контейнерах на 50-градусном морозе. Сейчас в новых складах тепло. В них установили современную систему теплоснабжения. Условия хранения товаро-материальных ценностей на Накинской производственной площадке не соответствовали нормам и требованиям. Очень длительное время занимал поиск запасных частей при необходимости их выдачи. В новых ангарах теперь температура плюс 15. Комфортная и для хранения техники, и для самих работников. Разработкой проекта занимался Институт Якутнепроалмаз совместно с организацией поставщиков «Алтай-Тент». Для застройщика это первый объект, который пришлось возводить в экстремальных условиях севера, но с задачей, говорят, справились. Чтобы построить склады, ушло 120 миллионов рублей и 8 месяцев. По словам директора УМТС, для такого объекта это рекордные сроки. В ангарах разместили металлические стеллажи. Они могут выдержать груз до 2 тонн. Уже заказали специальные полки, палеты и ячейки, на которых разместят различные запчасти и конструкции для структурных подразделений компании. Теперь задача стоит по налаживанию автоматического учета МТРов. Мы сейчас будем вводить автоматизированный учет на Ленской площадке. Это позволит нам в автоматическом режиме отслеживать все материально-технические ресурсы, которые поступают, и в оперативном порядке передавать эту информацию на все площадки МТС в Якутии. Открытие новых складов стало хорошим завершением 2019 года для снабженцев. Они уже предварительно подтвердили, план нынешнего завоза успешно выполнен. Анна Брянская, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».